еще раз акцент буду делать. Пожалуйста, используйте технологию. Пожалуйста, нам надо уйти из того подхода, как, например, в Европе и Америке, что я понял, они берут профессионалов, создают систему, а мы берем своих, чтобы лишь бы не воровали. Мы больше думаем о том, чтобы нас не обманули. Оказывается, нам не надо об этом думать. Нам лучше найти людей, которые умеют правильно внедрять технологию, использовать их. Технология вытаскивает все наружу и легче управлять. А если технологию не используете, вся нагрузка на владельца, вся нагрузка на управленца. И это ужас просто. Я много ошибки делал, не знаю вас, ребята. Я очень много ошибки делал. Когда вспоминаю это все, мне страшно становится самому. Я думаю, как я мог так делать-то? Это действительно так. Пожалуйста. А вы сейчас вот говорите про технологии, вот что именно вы имеете в виду? Например, автоматизируйте 3 важные вещи, и все будет хорошо. Если, например, автоматизируйте маркетинг, это СРМ. Все полностью автоматизируйте маркетинг. Чтобы четко видеть индекс отклика, окупаемость, рост, все вы должны видеть. То есть, понимаете, чем больше измеримость, тем легче контролировать. Понимаете, то, что мы измеряем, можем контролировать, а то, что мы можем контролировать, можем управлять. То есть мы видим, какие показатели, на какие показатели действия совершать, чтобы рост был, от каких отказаться. Это управление появляется только тогда, когда можете измерять. Если не можете измерять, вы не можете управлять. Это невозможно управлять, потому что не видишь, все как туманно выглядит. Маркетинг полностью автоматизируйте. Бухгалтерию, финансовый отчет, склад, все полностью автоматизируйте. Это очень важно. И третье, HR автоматизируйте, персонал. Вы знаете, что каждую минуту ваши сотрудники, вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, сколько времени в день ваши сотрудники неэффективно работают? Или лучше вопрос давать наоборот. Сколько часов они нормально работают? 2 часа. А 8 часов мы платим, согласны? А когда сотрудники 10, 20 или 100 человек, или 1000 человек, это просто невыносимая потеря. Невыносимая потеря. 2 года, уже 3-й год идет, 2,5 года назад я был в Душанбе. У меня же много сейчас учеников. И меня пригласили компания Симба. Они мои ученики, там 3 человека пришли на мое годовое обучение, учились, и сам главный еще владелец, они 6 акционеров. Я проходил один раз так, потом объяснил, давайте это заменим, давайте это здесь технология, давайте то. В общем, 503 человека уволили. А вы скажите, пожалуйста, это колоссальная эффективность роста бизнеса, как вы думаете? Но им пришлось чуть-чуть вкладывать. Я им сказал, ребята, надо вкладывать, надо делать этого. Но они меня хорошо поняли. Они меня хорошо поняли. В течение года они полностью изменили всю концепцию бизнеса. В течение года. Но зато они стали номер 1. Они номер 1 по всему Таджикистану. И, кстати, вот они, по-моему, уже в Узбекистане тоже, уже там в Сардарьинском, недалеко от Григара, там уже они завод открыли. И в Афганистане поставляют огромными объемами. Это нормально. Это естественно. Есть моменты, когда надо измениться. Бизнесу тоже надо момент, когда надо его изменить. Его концепцию совершенствовать надо. Его стратегию. Это необходимые моменты. Поэтому обязательно, пожалуйста, используйте вещи. Почему? Когда вы полностью HR автоматизируете, и вы видите каждый поступки, поведение ваших сотрудников, и бизнес-процессы легче управлять. Бизнес-процессы, чем будут теснее, чем будут точнее, чем будут управляемы, тем легче работать. Это очень важно, необходимая вещь. В конце концов, кто вам помогает? Команда, так? А команду надо постоянно управлять. А когда вы создадите технологию, чтобы люди, система управляли их, а не вы. Сейчас как? Вы есть, там они активно работают, вас там нет, они начинают расслабиться. Или вам придется за них думать. Вам придется за них думать. Это очень трудно. Вы же один человек. Понимаете, мозг человека не может одновременно думать о 2 вещей. Мозг человека, один мысль проходит, потом проходит второй, потом проходит. То есть они идут по очереди. Одновременно вы не можете думать и о маркетинге, и о персонале, и о продаже, и о финансах. Это невозможно. Это нереально. У вас есть
энное количество энергии. Понимаете, в вашем уме энное количество энергии. Ну, похоже, как физическая энергия. Например, если вы мне в руках дадите сейчас, скажем, сумка 1 килограмма, наверное, я его дольше могу держать. А если вы добавите к нему еще пара килограмм, не знаю, там продукты, еще пара килограмм, еще что-то, моя рука быстрее устает. То есть эта энергия истощается быстрее. То же самое ваша умственная энергия. Когда мы его загружаем больше, соответственно, вы быстрее устаете, надоедает, потом пригораете. Очень много бизнесменов, в какой-то момент они пригорают, они потом просто бросают. Они говорят, ой, ладно, там, как Аллах даст, там, зачем мне это мучиться, зачем мне ради денег столько страдать. А на самом деле успех приходит к вам, когда вы не напрягая работаете. Это вранье. Чем больше работаешь, больше успех. Это надо умно работать. А не много работать, а надо умно работать. Это время ушло, когда думаешь, что очень надо, вот, мехнат, да, вот, труд. Нет, это глупость какая-то. Или, возможно, это раньше это было, наверное, эффективно, потому что мы все на поле работали. А сейчас нет. Сейчас очень время, когда надо стратегически работать, обдумать. У меня к вам такой вопрос. Вы же все занимаетесь бизнесом. От чего зависит прибыль? Одна идея. Дальше? Персонал. Правильно использованное время. Дальше? Правильные покупки. Если хорошо купил, можешь продать. Правильно. Не то купил, не можешь. Расходы. Статья расходов, если контролируешь. Еще? Работа с теми. Ребята, все то, что вы сказали, все правильно. На самом деле так есть. Если продажи нет, дохода нет. Если не контролируешь расходы, ты зачем больше продавать, если больше расходы будет? Я помню, как у Каменогорской женщина пришла ко мне на консультацию, у нее месячный приход, валовый приход 17 миллионов 200 тысяч тенге, а расход 21 миллионов. Я говорю, как ты видишь, выживаешь? Он говорит, я просто мучаюсь. Вроде бы есть бизнес, вроде бы так. И на глазах родных, близких, родственников она очень успешная. Вы согласны? На глазах. Ну, у вас тоже, наверное, бывает такой случай, что на глазах всех думают, что вы такой богатый, и все придут еще, дай деньги, свадьба делают, дай деньги. Да? А вы знаете, что и был бы кто-то, что вам самим давал деньги. Чтобы там куча проблем решать и так далее. У меня были, много раз была такая ситуация, поэтому я понимаю, что это такое. Вот, были такие. Но хочу вам сказать, прибыль в бизнесе зависит от стратегического управления. А внутри него, это никто не отнимает контроль издержки. Никто не отнимает управление персоналом. Никто не отнимает. Но если у вас стратегическое управление мощное, вы захватите больше доли рынка. Когда больше доля рынка вы захватите, и вы поймете растущий рынок ошибки прощает. Кто понял? Растущий рынок ошибки прощает. Даже если где-то неправильно делали, расходы не увеличивались где-то и так далее, растущий рынок как-то простит ваши ошибки. Если вы посмотрите, все люди, которые средняя разбогатели, они просто в свое время оказались в нужном месте, в нужное время и в растущем рынке попали. Не потому, что они были умнее, чем вы. Согласны? Они попали в растущем рынке. А если поймать... Знаете, вы любите вот это, как называется, я забыл, спорт есть такой, когда волна, серфинг. Любите? Я иногда специально еду в Борнео, чтобы потренироваться на этом серфинге. Не умею, правда, мучаюсь. Я потому что в горах вырос, у нас не было возможности научиться плавать. Я долго научился плавать. Что мне давал это серфинг? Одну вещь открыл в моем мозге. Знаете, 2 километра пойдете, на какую-то пару минут, как он выбрасывает с берега, не поймете. С трудом преодолеешь эту волны. Очень тяжело. Понимаете, с каким трудом туда добираться надо, что вот это там волна, надо как-то туда добраться, чтобы... А потом стоит, чтобы поймали эту волну, за 2-2,5 минуты тебе бросать. Я сидел, думал, когда ты на растущем рынке, умным быть даже не надо, просто надо стоять на этой доске. Кто меня понял? Это похоже на это. Посмотрите, анализируйте. Алибаба стал богатым, потому что он смог наладить мост между все мало-средние бизнесмены Китая, которые хотели в Европу вывести свой товар, и на растущем рынке попал. Как раз в Китае не было технологии. Он был первым, кто на этом думал и начал делать. Так? Анализируйте. Посмотрите, все даже здесь. Посмотрите. Здесь есть аква.
Посмотрите, они были первыми, кто вот это начали сборка техника заниматься здесь. Еще какие-то другие направления. Так, Евросеть был первым, кто сотовый телефон, когда люди массово, как носки, одевают все начали телефоны покупать, Евросеть начали телефоны продавать. Он попал в растущем рынке, и на тебе, пошел и поехало. Если вы посмотрите, любой, кто разбогател, им удалось просто поймать растущий рынок. Стратегия. А чтобы растущий рынок поймать, надо иметь стратегию. Или зайти в ту долю, в ту территорию, которая, как голубой океан, вы можете создать самому растущий рынок. И можно развиваться. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы что-то хорошее берете, ребята, полезное? Поэтому, знаете, разный бизнес имеет разную производительность. Послушайте, пожалуйста, это очень важно. Например, от чего я понял? Люди учатся для того, чтобы научиться правильные решения принимать. В бизнесе и вообще в жизни успех зависит не от того, что вы умны. Успех зависит не от количества образования или количества труда. Успех зависит от того, от качества решений, которые вы принимаете. Чем больше вы принимаете правильные решения, вы приближаетесь к своей цели. А чем больше ошибочных решений, вы отодвигаетесь от цели. Качество решений, которые вы принимаете, вот оно самое важное. Например, если у вас есть правильное понимание определенных вещей, конечное видение, конечный пункт, ты принимаешь правильное решение. Если нет, ты неправильное решение принимаешь. Вы каждый день принимаете решение. Какое-то решение на $100, какое-то решение на $50, какое-то решение на сотни тысяч долларов. И эти решения либо, а что является правильным показателем правильного решения или показателем неправильного решения? Показателем правильного решения то, что вы одно решение приняли, за меньшее время или меньшими усилиями больше результат добились. А показателем неправильного решения, например, вы приняли такое решение, и впоследствии этого у вас появилась дополнительная забота, дополнительные расходы. Например, вы приняли решение зайти в такой регион. Возможно, расходы увеличивались, и только 2 года поработали, и только пришли к выводу, что надо закрыть. Это создало вам дополнительная нагрузка, дополнительный расход, дополнительная нервотрепка, и только забрало у вас денег. Это неправильное решение. Например, мы должны понимать, что в любом решении, которое вы принимаете, имеет последствия. У него есть обязательно последствия. Согласны? Вот. Или, например, вы работали с этим человеком, стали партнером. А потом оказалось, что с этим партнером долго вам пришлось судиться, долго пришлось выяснять отношения, долго пришлось еще, вместо того, чтобы усилить друг друга, вы стали мешать друг другу. Бывает такое? Море такое. В Средней Азии 98% партнерства распадает разногласиями. 98%. Потому что успешных кейсов почти нету. Редко есть успешные кейсы. А почему? Потому что мы в самом начале, оказывается, границы не формируем. Наш плохой подход такой. Мы хотим, чтобы стать друзьями, мы хотим стать родственниками, мы хотим, или либо делаем бизнес с друзьями, родственниками. Мы не определяем границы. Вот проблема в чем? Например, что такое границы? У меня очень большой опыт в партнерстве. 67 проектов построил, больше 40 из них в партнерстве. И внимание обратите. Что такое границы? Например, возле печки, когда стоите, если слишком ближе, обжигаешься. Если слишком далеко, холодно. Вот партнерами очень важно четко границы держать. Не обязательно, чтобы я тебе понравился, но обязательно, чтобы я выполнил свои обязательства перед тобой. Бизнес это не дружба, бизнес это выполнение обязательства. Поэтому, а теперь, внимание, вернемся к качеству решения. Смотрите, а чтобы принимать правильное решение, надо понимать конечный результат, какой должен быть. Если человек точно понимает, как должно быть или как надо делать, а не так, как получается, а как надо делать, только тогда он принимает правильное решение. Но разный бизнес, разные производительности имеет. Я это точно понял. Например, вы, может быть, умный человек, но долго задержались в каком-то бизнесе. А это бизнес, его максимальный производитель такой. Он больше не дает все равно, хоть ты круглые сутки работай. Он все равно больше не даст.
Поэтому разные бизнесы, разные производительности. На каком-то этапе своей жизни будьте готовы продать то, что создали, чтобы перейти на более бизнес, который у него производительность больше. Когда-то я мечтал, например, мимо проходил, если видел кафе, думал, кафе открою. Потом я мимо проходил, видел там мойку, думал, блин, мойкой надо заниматься. Вот, знаете, оказывается, это от нехватка знаний так происходит. Думаешь, что вот потом мимо проходишь, видишь ателье или там химчистку, точно этим надо заниматься. Что бы я ни видел, мне показалось, это надо делать, чтобы пассивный доход создать, мне нужны были деньги. А теперь я понимаю, нет, а бизнес-то много, жизнь-то одна. Надо найти того бизнес, который реально его производительность обеспечит тебе тот доход, который тебе нужен. Не надо всем бизнесом заниматься. Да, может быть, этот бизнес является делом твоей жизни, ты любишь это делать, может быть, этим посвящаешься, а может быть и нет. Но оно могут тебе обеспечить хороший доход, чтобы потом ты из этого деньги брали заниматься то, что ты любишь. Потому что иногда то, что мы любим, достаточно денег не дает. Кто-то любит заниматься образованием. Я люблю заниматься образованием. Например, библиотеки открывать, школы открывать. Возможно, она где-то много доход не дает. Поэтому я бизнесы строил, оттуда туда строю потихонечку и так далее. А разные вещи, вот такое. Кто-то любит искусство, она много денег не дает, точно не дает много денег. И чтобы себя обеспечить. Пожалуйста.